Так, все, доброе утро. Сегодня уже 22 августа, 9 часов утра. Я тут машинку купил. Вот, Chevrolet Cruze. Chevrolet Cruze 2012 года. Вот такая красавица. Вот, купил я ее за... Получается, в общем, она мне вышла в 3400 вместе с регистрацией. Регистрация только одна стоила $800 мне. Вот. Купил я ее с аукциона, мне помог мой приятель. Вот. Он говорит, смотри, хороший вариант, давай бери, а мне как раз машина нужна. Вот. И вот взяли. Единственный косяк, который был у нее, почему она такая дешевая была, она изначально стояла за, там, 2000, в общем, она изначально стояла. Единственный косяк, это вот здесь вот она была, во что-то влетела или что тут было. В общем, надо менять крыло и двери. Вот, собственно, сейчас я поеду на Junkyard искать крыло и дверь. Снимать с такой же машины, если найду. Вот. Такие вот дела. А так все отлично работает. Ни одного чека не горит, идеально едет. Я сейчас с Джексонвилла вчера вечером приехал на ней. Все идеально. Вот приборка, ничего не горит. И пробег у нее всего 45 тысяч миль. Очень офигенно. Машина как новая, салон обалденный. Ну, то есть салон вообще как новый, не задроченный, ничего. Вот. Такая офигенная штука. Сейчас еду на Junkyard. Все, я на Junkyard. Вот здесь дофигища машин. Вот, и вот то, что мне нужно, стоит. Вот, крылышко, дверька. Вроде все офигенно, без царапин даже в целом. Вот, но эта комплектация пожирнее, чем у меня. Вон кожаные сиденья, колеса с дисками. Вот. И на самом деле искать было несложно, потому что тут чекинишься на входе, и тебе дают список, где вот этот Chevrolet Cruze есть и какого цвета. Вот тут есть один только Silver, который мне нужно. То есть мне повезло. Тут остальные все Black, 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 Orange, Red, White, Gold, Blue, White, Black. То есть мне повезло. Один Silver есть под мой цвет. Сейчас будем снимать. Инструменты я взял. Все будет чики-пуки. Так, ну что. Снял крыло и дверь. Вот. Немножко подзаманался, потому что я инструментов мало взял. Надо гораздо больше инструментов, потому что где-то подлезть, где-то что, вот не хватало мне этого. Из-за этого я мудохался долго. Вот, ну что, эта машина единственная серебристая здесь, по кузовне. Вот, поэтому по кузовне она будет донором, если что. Надеюсь, конечно, не придется больше ничего там делать. Вот. А так салоны почти везде какие-то задроченные. Так, ну процесс идет. Дверь я уже поменял, но сейчас она в процессе сборки. Главное, она нормально закрывается в целом. Не так, как хотелось бы. Она даже чуть-чуть вон туда ушла. То есть она не вровень с этой дверью стоит. Что-то посмотрел, попытался что-то сделать. Не получилось пока. Ну ладно, это потом настроить можно. Главное, она закрывается, открывается нормально. Поставил зеркало. Сейчас буду подключать электронику. Единственный тут затык у меня произошел. Разъем управления стеклоподъемниками. Вот здесь вот он такой. Это на той двери, на новой двери, которая. Вот такой вот. А вот этой оригинальной двери, которая была, он вот такой. Вот, так что надо будет перепиновывать вот этот разъем, забирать и там, короче, втыкать другие провода. Ну, а тут, вон, видно. Схематика такая же вся. Абсолютно такая же. Вот. Просто разъем они поменяли зачем-то. Сделали. Другой поменьше. Засранцы, блин. По-моему, я снял с машины, разница где-то года два, по-моему. Год или года два. Вот, надо будет все перепиновывать сейчас. Так, ну прошло полчасика, я перепиновал. Вот.
по-колхозному, конечно, но не как-то вот требует, как оно нужно. Но вроде все держится, все те же пины. Вот, потом проверим, работает или нет. Сегодня я снова на джанк-ярде. Я взял wired set, эти провода, короче, из передней вот этой двери водителя, драйверской. Вот, потому что я вчера, когда покупал дверь, я почему-то думал, потому что мне сказал вот мой приятель, что сними все с двери, чтобы было дешевле. А оказалось, короче, здесь, что оказалось, что неважно, пустая дверь или полная. То есть ты берешь дверь в комплекте, и неважно, как, что. И вот сегодня они мне, я пришел, я им говорю, вот так, я вчера специально снял все с двери, потому что думал, что придется за это платить. Они говорят, ну, так не работает, типа, сегодня надо было это вчера еще делать. Все. Вот. Но все-таки, ладно, бесплатно дали. Я говорю, ну, пожалуйста, говорю, давайте. Вот так получилось. Все, дали бесплатно, хорошо. Вот, и буду ставить на эту новую дверь вот эту проводку, которая подходит для вот этих, для именно вот этих кнопочек. Потому что та не подходит, которую я взял с собой. Ну и хрен с ней. Так, продолжаются манипуляции с машиной. Вот. Что-то мне не нравится, как коробка работает. Вот, решил проверить масло. А масло здесь проверяется не щупом, как обычно, как у нормальных Toyota. А вот там вот болтик вот видно. Его надо откручивать, короче. И проверять уровень масла. То есть на заведенную... Блин, этот потеет. Короче, он на заведенную надо его откручивать. И смотреть, если масло течет, значит... Масло есть. Ну, сколько должно вытечь, пусть вытекает. Вот, должно ровно быть там по уровню. Вот. Если масло не течет, надо долить его, чтобы оно немножко вытекало. И вот это должен быть уровень, короче. И в итоге я все сделал, долил целый литр. Блин, потеет. Машина просто под кондером, ой, телефон под кондером стоял. Вот, долил, и начало вытекать, как бы все закрутил, поставил. Вот, но это манипуляция, конечно, я понимаю, почему у людей, наверное, коробки летят. О, Рыжик, привет. Потому что это просто, ну, для обычного человека это очень тяжелые манипуляции. Вот туда лазить, все это снимать. Вообще надо колесо, типа, в идеале снимать колесо. Ну, короче, Toyota, говорю, Chevrolet в американских тачек, как обычно, все через задницу. Да, иди сюда, красавчик. Ну, иди сюда. Ну чё, вуаля, коробка стала лучше ехать гораздо. Конечно, целого литра не хватало. Одного квотера. Один квотер это почти 1 литр. Там 946 миллилитров. Вот. Вообще все офигенно работает. Ну, просто она пиналась на первых 3 передачах. Так неприятно. Прям чувствовалось, как-то в натуг коробка работает. Сейчас вот вроде проехал уже милю даже. Вот уже чувствуется прям. Мягче стала коробка. Это очень важно. И вот эти коробки, я думаю, они вот из-за такого тяжелого расположения щупа, ну не щупа, которого нету. То есть тяжелая схема проверки уровня масла. Мне кажется, там 10% пользователей, водителей вот этих крузов только добираются до этой фигнюшки, пимпочки. А многие вообще, наверное, не догадываются, что можно левел проверять. И машины просто тупо ломаются. И на замену коробок люди встают. Фух, шо? Продолжается кастом моего Chevrolet. Как кастом? Поменял фендер, крыло вот это вот. Сейчас поставлю другое. Вот. Еще купил стеклоподъемники в дверь. Короче, те стеклоподъемники похерил. Ну что, я никогда этим не занимался. Я эту катушку там саму разобрал на тех, короче, я собрать не смог нормально. Там, короче, тросик переживало весь, невозможно было. Вот, сейчас буду этот еще ставить. Вот моя помощница тут. Да. Помощница моя. Сосиска. Морда.
Кладбище затонувших кораблей. Вот тут какая-то затонувшая яхта, вся со дна подняли как будто. А. Да. Вот, смотри, вот это все. Вот это все уже она сделала его сломаться. Да, там солнечная панель вон даже лежит. Что такое? И видишь, мухи везде. Он пахнет пушечным. Да. А там рыба какая-то гниет. Рыба была, видимо, внутри, когда ее достали. Вон там. О, смотри, там внутри. Там внутри очень сильно так. Хочешь туда залезть? Да. Ты хочешь? Да нет, там грязно, не хочу. Я пошутил. Там, вон, ее переломало всю лодку. Видимо, во время урагана ее. Да, и потом она утонула. Ураган здесь, конечно, не шутки. Надолго там было. Вон ее как разломало, смотри. Или это уже потом. Фух, трещина пошла. Жалко, конечно, хорошие лодки. Столько хороших лодок гибнет здесь во время ураганов. И папа, здесь подушка лежит тоже. Я спать. Да, гнильем пахнет так. О, здесь как будто чисто. Ну да, Как будто это все чисто. да. Это как будто это очень чисто. Она и есть чисто. Ну, она на дне не лежала, по крайней мере. Look, oh no, it's falling down. А здесь ее только-только достали недавно. Вот от ракушек пахнет гнильем. Ну, папа. А, даже собаки не гуляют в такую погоду. А мы вон купаемся, плаваем. Так, сегодня 10 сентября, уже 10 сентября. Я, наверное, первый раз за месяц выехал на велосипеде. Это капец. Вообще я что-то расслабился совсем. Точнее, наоборот, напрягся. Совсем напрягся уже без велосипеда. Мне нужен велосипед. Фух, хорошо. Дожди в Дайтоне. Дожди во Флориде пошли. Че, работаю на Убере. За последнюю неделю я на второй гвоздь наехал. На шуруп. Вот сейчас вытаскиваю его. Откручиваю, точнее. Вот он прекрасно отверточкой подкручивается, блин. Вот по черным районам езжу, блин, мусора на дорогах, да хрена. На самом деле с вероятностью 80% это специально кто-то раскидывает шурупы эти, гвозди, чтобы люди наезжали. И скорее всего это кто-то не особо умный владелец бизнеса делает, шиномонтажного. Вот, но благо у меня есть эти штуки, клей есть. Сейчас будем клеить. Эта яхта вообще здесь давно стоит. Я сколько вижу, никого здесь нету, она заякоренная. Интересно, ее заберут, когда будут ураганы. Не боятся или так и оставят на двух якорях? Борта у нее сияют, такая, как будто ее помыли только что. Прикольная лодка. Эльдарка тут каячит. Скоро по Миссури поплывем, да, Эльдака? Да. С тобой. Тут сейчас пока по Халифакс-Ривер во Флориде. Учимся. Это мое. Я его Да вон столько грибов, вы из-за одного подрались уже. Молодцы.
такие мясистые. Ты можешь трогать один, папа? Да. Ладно, не ломайте, пусть растут. Папа. Можно один кушать? Кушать не надо. Не хочу. Я почувствовала. Да, давай. Папа. О, зубчик скоро отойдет. Че, малыш? Че? Яблоко. Большое яблоко, это мое. Аечка, где ты сидишь? Вот здесь вот сидишь, да? Вот тут, да. Папа, папа. А. Папа, папа, тата. Да. Тата Ая. О, давай там еще посмотрим, где Ая. Scientist Aya. Папа, папа. И смотри. А. Это Scientist. А тут этот. А, у Аечки бюджет. Так, ну что. Вот она, шевролетка. Chevrolet Cruze. Выставил я ее на продажу. В общем, ну, как бы номинально за 7 тысяч, но я готов ее отдать за 6 тысяч. И это будет отлично, потому что вся эта мне машина вышла в 4 тысячи, в общем. Вот я поменял дверь, крыло, поменял масло в коробке и, в принципе, все. То есть машина в офигенном состоянии, номинально с аукциона она мне вышла за 1800 долларов. Вот. Но вместе со всеми расходами, там доставка, вот, регистрация вышла 4000. И вот этим ремонтом мелким. Вот, Chevrolet Cruze, конечно, вот мой авалончик старый, моя первая машина фактически. Не фактически, а да, моя первая машина. Cruze, конечно, рядом с ним вообще даже не стоит. Ну, что говорить, Avalon, полноразмерный длинный седан. Вот, премиум класса на свое время. Премиум даже старый, он и есть премиум. А Cruze это все-таки дешевый седанчик. Вот, и комфорта никакого фактически нет, мне вообще не нравится. Вот, что называется, вот, получаешь удовольствие от езды. Вот на Авалоне ты кайфуешь, ты едешь просто размеренно, никуда спешить неохота. Мотор 3.6, мотора хватает просто за глаза, с запасом. Вот, а у Круза 1.8, моторчик пыжится, пыхтит, динамики никакой, но никакого удовольствия от езды нет. И я вот попробовал, поработал на нем на Uber, на такси, и очень тяжело работать. Комфорта в салоне никакого нет, шумки нет, подпорки, поясничной подпорки у сидений нет. Ну, это, конечно, Cruze самой дешевой комплектации, LS, по-моему. Вот. Но даже если была бы самая крутая комплектация, я не думаю, что там динамика езды бы сильно отличалась и комфорт. То есть там просто плюшек всяких электронных больше и все. То есть нету никакого. Ну, в общем, продаю я ее. Сейчас мне звонили уже. Может быть, на выходных приедут смотреть. Вот. Если за 6 ее продам, будет отлично. Я ее продам и хочу взять уже другую машину. То есть я в целом хочу этим заняться. И хочу снимать видео для вас. Как раз интересный контент. И для меня это интересно. Мне это интересно. Вот свое дело такое начать. Попробовать. Вот. Так что продам ее за 6. Возьму другую машину. И так вот продам ее тоже. Вот. Посмотрим. Мне интересно попробовать эту темку. И вам будет интересно. Хотя не типичный контент, конечно. Начинал как велопутешественник. Снимаю про все, про жизнь. Так, сейчас я поплыл на Pump Station откачать какашки.
Вот, она тут рядом, вот в Марине же здесь, только с другой стороны надо подплыть. Погода хорошая, ветра нет. Двигатель, кстати, что-то нормально стал работать. Добирает почти до 3000 оборотов. Все, выкачал. Плыву обратно. Вот дельфинчики тут плавают. Я же купил абонемент у меня на мойку, $30 в месяц и безлимитная мойка, хоть 10 раз в день заезжает. По-моему, нету ограничений там. Вот. И на самом деле выгодная фигня, потому что один раз машину помыть и пропылесосить на обычной мойке стоит $10. Вот. Но, например, когда работаешь на Uber или вообще хочешь, чтобы машина была чистая, это выгодно. $30 платишь в месяц, и машина всегда чистая. Пылесос бесплатный здесь. Очень удобно. По счет машины продажа еще идет. Вот, сегодня тоже писал чувак, слился, короче. Вот. Поэтому в этом деле, в общем, самое сложное — это продать машину. Ну ничего. Время есть, нормально. Так, ну что, вот прошла неделька примерно. Машина все так же на продаже. Но изначально я ее выложил на маркетплейсе на Фейсбуке за 6 тысяч. Ой, за 7 тысяч. Вот, но писали, честно говоря, мало, очень мало. Ну, я по ценникам, еще у меня опытом маленький, и я пока так нащупываю только. Вначале как бы поставил максимальную цену, ну, за сколько было бы офигенно вообще ее продать. Если бы за 7 ее продать, было бы вообще шикарно. По моему мнению, машина того стоит, потому что мне ее жалко, говорю, опять же, повторяюсь, жалко мне ее продавать, она в очень хорошем состоянии. И выложил я ее за 5999. Ну, как бы, чтобы число 5 было, там, 5000. Вот, на маркетплейсе. И начали активно писать. Конкурентов на самом деле очень много. В плане Chevrolet Cruze очень много выкладывают. Очень много вариантов. Есть чего выбрать. Но преимущество этого Cruze — это маленький пробег. Это всего лишь 48 тысяч миль. Все остальные можно купить в 2 раза дешевле, но пробеги там за 150 тысяч и более. То есть это большая разница. Вот. И вот сейчас начали писать, я не знаю, завтра, наверное, вечером первый там человек написал, завтра вечером готов посмотреть. Но, может быть, я ее раньше продам. И сейчас я займусь тем, что вот мне не нравится здесь зазор у вот этого крыла, которое я менял. Надо его немножко подделать, потому что это очень заметно. Ну, может быть, там кто-то не заметит, но мне это в глаза бросается, потому что это как бы место я менял. И нужно подтянуть дверь. Подтянуть дверь нужно. Она плохо закрывается. Ну, то есть, и здесь зазор становится. Вон, видно, как она уходит немножко туда, дверь. Вот, и это надо сделать, потому что это в глаза бросается. Если бы это была бы не водительская дверь, я, может быть, на это забил, но когда люди будут смотреть, они это будут замечать. Это очень заметно. И сейчас я этим займусь. Принес инструменты. Вот, и надеюсь, в ближайшее время я ее продам, чтобы взять уже другую машину, также на ремонт и продажу.
Так, что, полчаса работы. Вот, зазор убрал здесь. Там болты не все были закручены, я все закрутил нормально. Вот, и дверь стала лучше закрываться. Нормально. Уже. Все, в принципе, машина готова к продаже. Уже официально. Единственное, надо будет ее помыть еще раз. В салоне там все пропылесосить, все красиво сделать. Вот так вот. Вот здесь хорошее место, тень. Я называюсь Three Shadow Mechanic. То есть это механики такие в тени деревьев. Непрофессиональные. С минимум тулсов, этих инструментов, которые делают машины в тени деревьев. Вот я есть такой начинающий Three Shadow Mechanic. Не то, чтобы я хочу вообще этим заниматься, но сейчас мне это интересно. Если есть возможность, тем более ремонтировать машины, покупать их дешево, ремонтировать и продавать с профитом. То есть, если это продастся, то у меня будет профит где-то $2000. Она мне обошлась, я говорил, уже в 4000, грубо говоря. Вот, я ее продам выставил за 5999. Ну, 5900 продам, я ниже уже не могу. Уже мне это невыгодно. В этом конкретном случае. И я его продам, я останусь без машины. Вот в чем вот почему ее жалко отдавать. Если бы у меня была еще машина, вторая, то без проблем можно профит делать плюс 1000. Ну, в зависимости от сложности там работы и всего остального. Но сейчас 2000 мне как раз необходимо. Плюс 2. Тут моя помощница здесь. Барби. Это дочка сосиски. Красавица. Привет. Они все уличные у нас, все бегают на улице, пасутся. Вот, у нее маскировка осенняя, кстати. Ее вот на жухлых листьях вообще не заметишь. Охотница. Крыс приносит. Половинки крыс. Половинки ящериц оставляет. Делится. Ну, вообще не видно ее. Пантера. Конечно же, по закону подлости, в тот день, когда должен быть осмотр машины, вылез чек Stability Track Service, короче. Вот там вот эта штука. Этот же чек горел, когда я забирал машину. Вот, но он потом пропал, и вот его почти сколько времени не было, месяц, наверное. У меня сейчас нету с собой лаунча, чтобы прочитать эту ошибку. Но я надеюсь, сейчас потушу машину, и его больше не будет. Это вообще... Завожу с утра, смотрю, этот сервис вылезает. Stability Track сервис. Блин, думаю, ёкарный баба, отменять что ли все осмотры. Ну, потому что с чеками машину, ну, уже за эту сумму не продашь. Люди уже, о, давай меньше, чеки горят. Ну, и мне самому это неприятно. Я хочу, чтобы как бы все по максимуму работало. Без всяких чеков разных. Ладно, давай попробую, сейчас заведу. Что будет? Да, все, пока вылез еще. Сервис Stability Track. Ёкарный бабай, блин. Ничего, сейчас завел, поехал и пропал. То есть сразу же пропал этот Stability Track. Вот, блин, надеюсь, он не появится при потенциальных покупателях. Это будет, конечно, вообще фиаско, если он появится. Ну, не фиаско, но, блин, будет очень неприятно. Да, ну, короче, я вставил ELM-ку эту, лаунч, и по лаунчу ничего нету, но когда я его вставил, там сразу начала ошибка. Вместе со Stability Track'ом он написал мне, что проблемы с Power Steering, то есть с этим, с гидроусилителем руля что-то. Вот, сейчас этой ошибки опять нету. Блин, я не знаю, что делать. А люди пишут. Сейчас в 12, скорее всего, чувак подъедет. Я, блин, переживаю теперь.
На самом деле хочу машину эту продать уже и просто выдохнуть. Потому что я не очень люблю Chevrolet. Не знаю, вообще американские машины не люблю. Особенно Chevrolet у меня как-то с ненадежностью ассоциируется. Ну, там, потому что у соседей там Chevrolet тоже было, у него постоянно какие-то проблемы выходили. Вот, но это, скорее всего, из-за кривых рук. Но не суть, короче. Все равно мне как-то Chevrolet не очень нравится. Так, я сейчас на лодке жду первого осмотрщика, первого покупателя. Он с Палм-Коста едет. Палм-Кост это примерно в 40 минутах отсюда. Вот. Он написал мне 2 часа назад, его до сих пор нет. А я сижу и жду. Вот. Я не знаю, что, пешком пошел, что ли. Хотя я написал в объявлении, что я могу по Флориде машину доставить. Вот. Но мне, конечно, нужны гарантии, там, хотя бы $100, да, если я приеду и человек не купит машину, чтобы окупить там бензин и все такое. Вот. Но он, видимо, не прочитал, невнимательный, потому что, ну, я понимаю, чтобы купить машину, иногда нужна машина, потому что когда мы покупали этот Авалон, мы столько мучились там, ходили пешком по этому долбанному Питтсбургу, блин, с коляской, с маленьким эльдаркой, по вот таким вот горам, короче, мотались. И это был ужас просто. И мы уже хоть что-нибудь купить хотели, быстрее уже. И я понимаю, что такое жить без машины. Мы столько намучились в свое время. Вот не знаю. Поэтому я готов даже на такие вещи пойти, типа там доставить машину по Флориде, даже, может, за пределы Флориды. Ждем. Фига здесь рыба охотится, вон, на всякие стаи тут мотаются. Аж пугают. Об лодку стучаться. Вон, нифига они там стучатся об бетон. Короче, меня эта петушила сегодня кинула, не приехала. Говорит, выезжаю, еду, говорит. Потом я написал, ты где? Спустя 2,5 часа я говорю, ты где? Он меня в блог добавил, короче, все. Ну, никуда не ехал, он весит хрен. Короче, вот таких чертей будет очень много в этом деле, если продавать вот тачки. Необязательных людей. Я много уже с таким сталкивался и без этого было. С покупателями сталкивался, когда уже договаривались. Ты уже едешь, уже к двери к ему подошел, а он говорит, меня дома нет. Вот бывало такое. Короче, это полная жесть. И вот с таким предстоит вот работать. И это большую вот сложность в этой работе будет доставлять. Именно вот такое распиздяйство. Вот. Да, еще вот в этой суете я понял, что я сегодня ничего не кушал. Я очень голодный. Сейчас время уже 9 час вечера. Я ничего не ел. Я вчера вечером последний раз ел. Я сегодня только чай пил. Так нельзя, блин. Что-то я думаю, что я злой, а я не кушал ничего. А не, вру, я ел сегодня квашеную капусту. Она очень сытная, я капусту поел и забыл, что я ел. Чуть-чуть поклевал. Я обожаю квашеную капусту, делаю иногда вечерами. Квашу капусту. Столько витаминов, вкусная. Так, ну, в общем, сегодня с утра вышла опять эта ошибка. Stabilitrack сервис, короче, и Power Steering сервис. То есть, типа, говорит с гидроусилителем что-то. Я почитал на форумах, и у большинства эта проблема решалась заменой аккумулятора. То есть, причина в старом аккумуляторе. В принципе, все сходится. Я думаю, 95-99 даже процентов проблема в этом. Потому что эта ошибка выходит только по утрам. То есть, после долгого простоя. Днем она никогда не выходит. В общем, я сейчас сниму аккумулятор, заряжу его и попытаюсь, ну, надеюсь, это решит проблему. Я не хочу менять аккумулятор, не хочу покупать это, блин, это $100 тратить на это. Вот, попробую заряжу, попробую зарядить, посмотрим, что будет. Надеюсь, все будет нормально. И здесь аккумулятор ACDelco, и смею предположить, что он, возможно, даже оригинальный аккумулятор, то есть с 2012 года, вполне возможно. Потому что если бы его меняли, ну, либо на сервисе его меняли, на официальном дилере. Потому что если бы его менял бы сам владелец там где-то, скорее, вряд ли было бы ACDelco. Это заводской. Заряжаю.
Да, что я говорил, это оригинальный аккумулятор. Я прочекал серийный номер, вот, G053P. И последняя цифра, вот эта тройка, означает год. Это 13-й год. Да, не очевидно, но я посмотрел на официальном сайте, как это читать. Вот этот 13-й год. То есть этому аккумулятору 11 лет. Чего от него ждать? Но если не решиться с этим, конечно, проблем. Придется аккумулятор все-таки менять. Потому что, ну, такие вот дела. Это первый ураган в этом году. Не знаю, сколько их будет в этом сезоне. В прошлом году не было вообще ураганов. Один там прошел как-то, но он был слабенький и по касательной как-то. А вот позапрошлым, первый год в Флориде, когда мы были, 2 урагана пришло. Это там, эти 2 урагана, они в историю вошли Флориды. Когда Йен и Николь были. Первый год такой был жесткий, конечно. Больше неохота ураганов, честно. Все разрушено, ну, много инфраструктуры. Потом восстанавливают вообще год после этого. О, лодку знатно так мотает. Первый мой ураган в лодке. Ну, кто-то стоит вообще на якоре, конечно. Ну, это так, не ураган, это так, сильный ветер. Так. Sometimes I make video for YouTube. Yeah, my vlog. Yeah. Вот чувак хочет купить машину. That's Gabriel for Germany. С Берлина. О, да, вот. Думает, купить машину или нет. Сейчас покатался, посмотрел. Короче, чувак посмотрел машину. Вот. И решит в ближайшие дни покупать и не покупать. Не, ему машина понравилась. Он до дома доехал. Я ему дал, говорю, давай до дома доедешь на ней. Я говорю, как бы у меня время есть. Вот, чувак из Германии, из Берлина. Вот, студент здесь. Вот, он, надо у него... Он хочет спросить денег у родителей, ему, видимо, не хватает. И вот он из-за этого мешкается. Начал сейчас вопросы задавать. Скинь мне ВИН, ну там всякие вот эти дела. Он хочет прочекать машину по ВИНу. А в ВИНе там есть какой-то акцидент. До меня, я не знаю, что там было. Возможно, проблема с дверью и с фендером. Вот эта вот вмятина была причиной вот этого акцидента. Наверное, я не знаю. И, в общем, вот, не знаю, купит он ее или нет. Ну, блядь, короче, меня это уже напрягать начало. Интересный вот этот момент общения с клиентом, очень важный. Красиво преподнести машину. Нужно дозированно говорить правду. Где-то не договаривать, видимо. Потому что если говорить чистую правду, это будет не на тебя работать. Все-таки надо все это дозированно делать. И вот я пока не понимаю, где эта грань, где говорить, где не говорить. Вот. В принципе, через репорт можно все проверить. Как бы. Врать незачем, не нужно врать. Если там увидят, что ты говоришь одно, а на самом деле в репорте другое, это будет хуже гораздо. Врать не надо. Вот. Ну, не знаю, посмотрим. Что людей останавливает, либо цена, либо то, что там акцидент в репорте есть. Я не знаю. Посмотрим. Что-то быстрее хочу продать уже эту машину, хотя она мне нравится. Просто уже хочу начать заниматься другой машиной, уже взять другую.
и заниматься ей. Вот у меня уже руки чешутся. Вот, а так сейчас подрабатывать на Uber, на этой мне уже надоело. Поэтому хочу. Я уже наметил машины, какие можно взять там. Посмотрел, нашел. Вот. А сейчас закатик на лодочке. Никуда не спешить, расслабиться. Чайку попить. Блин, сейчас общаюсь с этим парнишкой, с немцем. Блин, это как... Это как целку уламывать, я не знаю. Он такой... Ну, он в каком-то смысле и есть девственница целка, потому что у него машины никогда не было, и он переживает. Он говорит, а давай поедем куда-то в мастерскую, там, чтобы специалисты посмотрели, что с машиной все нормально. Я говорю, блин, ну не, я же сказал, все нормально. Все хорошо с ней. Я говорю, я механик, говорю, все нормально. Ну, потому что я уверен, что в ней все нормально, все хорошо, отлично работает. Нет, но он переживает. Ёкарный бабай, с ним как вообще реально уламывать надо. Я говорю, давай решай быстрее, потому что, говорю, ты не единственный как бы покупатель. В любой момент может любой кто-то написать, позвонить, приехать ее и забрать. Пока он там жамкается, вот, ему нравится машина, он пишет, ему нравится реально. Он говорит, маленький пробег, он проехался на ней сколько, он говорит, вообще реально классно, но он переживает. И вот я не знаю, как этот страх у человека убрать. Чтобы... Ну, я бы тоже переживал бы, конечно. Первая машина, как бы, сумма не маленькая, это все-таки машину не за 2000 покупаешь. А тут такое, ну, как бы, 5600, я ему сказал, там нужен аккумулятор менять. Я говорю, я поменяю, как бы, за свой счет. Если ты купишь машину, я тебе поменяю аккумулятор, потому что он никогда этого не делал, хотя это фигня менять, ну, переживает он. Я же тоже за него переживаю, хочу, чтобы у него все нормально было, ему повезло с этой машиной, и он с ней, как бы, горе не знал. Продавать машины, конечно, это нелегко. Это еще сложнее, наверное, чем ремонтировать их. Я просто уже хочу другую машину взять. У меня уже, смотрю, глаза горят, ремонтировать другую машину. Дельфины плавают возле берега. Ловят рыбку, походу, кого-то. Просто кайфуют, может быть. Момент такой интересный был. Чувиха, у меня здесь кот вот этот рыжий тусуется, Чувиха кормила здесь кота. Кота нету, она говорит, типа, ну, по-английски спрашивает, где кот, туда-сюда. Я говорю, туда-сюда. А я слышу, что она, ну, по лицу видно и по акценту слышно, что она, ну, русскоговорящая. И, короче, ну, я спросила по-русски разговаривать, она говорит, yes. Типа, ну, я дальше спрашиваю, откуда вы. Она вообще, и она по-английски мне отвечает, короче. Нехотя по-русски, короче, уже потом начинал говорить. И взяла и ушла просто. Она не хотела со мной разговаривать по-русски. Я сказал, что я, как бы, ну, originally from Russia. Из России говорю originally. И, короче, она просто со мной не захотела разговаривать по-русски. То есть, конечно, это ублюдочная война. Это сраная. У меня претензий к этой девушке как бы нету, ну, понятно. Но, блядь, это ублюдочная война, сделанная Путиным, блядь. Людей, конечно, разорило вообще. Вот как мне на это отвечать? Ну, что человек не хочет по-русски просто разговаривать. Я могу сказать, блядь, ну, ёбнутая, что ли? Ну, совсем, что ли? Я понимаю, что среди, ну, у украинцев нет причин любить россиян вообще, всех. Но не все же, понятно, что не все россияне пидорасы, правильно ведь? Ну, блин, вот как вот жить дальше вот так вот? Сука, Путин гандон, блядь. Как можно еще сказать? Вот кто виноват в этой? Не она, не я виноват. Путин гандон, блядь. Единственный чувак, блядь, и все, кто поддерживает эту власть, блядь, и все, кто поддерживает эту войну, все гандоны, блядь, все до одного, нахуй. Ой. И вот так вот война здесь тоже всех касается. Вот неважно, кто в эмиграции, где бы ты ни был. Всех война касается, всех русскоговорящих, всех русскоязычных. Абсолютно. Но, конечно, ну, я не говорю, что украинцы там правильно, неправильно поступают, но вот в такие ситуации, конечно, ну, это перебор, блядь.
по языковому признаку там определять уже кто, что, откуда. И я с тобой не буду разговаривать. То есть это, конечно, тоже перебор. Ну, у меня прям бомбит сейчас внутри. Не на нее, а вот именно из-за всей вот этой ситуации, войны. Что мы, блядь, русскоязычные друг на друга как волки смотрят уже, блядь. Откуда-то там с Украины, с России, блядь. Да, блядь. Извиняюсь за выражение, но печально, конечно, это все. Уже подзаебало, честно, это вообще ситуация все. Давно, конечно, надоело. Вот в данной ситуации, вот после уже начала даже войны, даже до войны между россиянами, так скажем, и украинцами уже были, ну, такие не то чтобы терки, но как бы различия все равно. А сейчас, после вот начала уже полномасштабной такой войны, недопонимания и разногласий уже очень много. Вот даже у меня знакомый, который сейчас ко мне приедет, он работал с украинцем недавно, и он говорит, невозможно с ним работать, постоянно политические темы какие-то. То есть вот эта информационная повестка в головах у людей, и они начинают, блядь, вот это говно, которое течет по СМИ, по всем, по украинским, по российским. Людям это все забивает голову, и они начинают вот просто на... Кто им под руку попадется, там, россиянин, там, и все, и давай его, короче, вот ты такой, вот вы такие, блядь, там, слабые, или еще чего, ну, во всем есть доля правды, но, как бы, есть мера этому, но люди, вот, у людей просто голова заполнена всем вот этим дерьмом. Ну, блин, что с этим поделать, конечно, война, это всегда так, горячие головы везде, и в информационной повестке, сама война, это ужасно, и печально, блядь, печально. Поэтому вот сейчас особенно сложно здесь в эмиграции, вот украинцы, русские, блядь, россияне точнее. Да, и вот, конечно, в этой всей ситуации тяжелее всем, тяжелее всех, да, ну, не беру в расчет тех, кто попал там в горячие точки, в боевые действия, да, кому там прилетел снаряд там из России, кто попал под бомбежки, кто погиб, пострадал, да, если не брать вот этих людей, тяжелее всех, наверное, это российским иммигрантам, кто уехал из России с началом войны, неважно вообще по какому поводу, и придерживается позиции того, что Путина нужно убирать там физически или еще как-нибудь, и менять страну полностью. Им тяжелее всего, потому что, во-первых, украинцам ты все равно никогда не станешь в этой ситуации. То есть для украинцев ты будешь чужой все равно. Неважно, что ты разделяешь с ними их горе, поддерживаешь их, ты все равно для них будешь чужой. И для своих россиян, которые находятся сейчас в России, поддерживают всю эту херню, ты будешь для них предателем. То есть, и получается, что ты вот и не туда, и не сюда. Поэтому, наверное, российской эмиграции нужно объединяться в этом плане. Но это ладно, это уже другая история. Но вот российским эмигрантам это реально очень тяжело. Тяжело в данной ситуации. Никто тебя не защитит, не пригреет нигде нормально. Например, так как украинцы жертвы стали войны. Их как бы везде принимают, стараются, по крайней мере, или делают вид, что их принимают. Там кров, плов, все им дают. Надеюсь, конечно. А россиян так нигде не жалуют особо, нахрен никому не нужны. Даже которые уехали от войны и не поддерживают всю эту канитель. Вот такая вот ситуация, непростая, конечно. О, приехал чебоксарец. Чебоксарец приехал. Вот моя еще не проданная машинка. Вот. Нью-Йоркский чебоксарец. Нормально. Нормально у тебя. Я думал, у тебя белый транзит. Да. Не, у меня такой. 100 лет не виделись. Да.
Классно. Я сегодня ехал. Сейчас отдохнешь. У тебя ж выходные у тебя есть, да? Да, завтра целый день. О, офигенно вообще. Вон Серега снимает. Вот. С утреца на океан поехали. Погода хорошая, волны хорошие, ветра нет. У нас тут обед сейчас перед плаванием. Серега нас тут кормит. У нас тут это итальянское это. Получается вообще что-нибудь есть такое интересное? Со вкусом итальянского этого. Да. Вкусно, Ляка? Да. Да, нравится. Кушай. Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу. У нас здесь посадка происходит пока. О, профессионал. Все целое? Ух, сейчас волны будут. Ю. 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 Наконец-то мне есть кому заменить. Серега встал за штурвал. Вот, а то я никогда так не гулял. Никогда не гулял так. Не ходил по своей лодке на ходу. Дельфинов много. Ой, красавчик. Так, ну что, сегодня 30 сентября, я помыл машину, напидорил в очередной раз. 30 сентября, понедельник, и сейчас я еду, забираю этого немца Габриэла, потенциального покупателя, который первый раз покупает машину и боится как бы прогадать, да. И сейчас мы едем к его знакомому или другу, ну, короче, знакомому, как он говорит, механику. Я посмотрел этот адрес, это кар-дилер, то есть это не какой-то шоп с механиками, это кар-дилер. То есть я поеду по факту сейчас к своим конкурентам, и мне очень интересно, что там будет. То есть он хочет аппрув этого кар-дилера на машину конкурента. Мне интересно, что там будет. Я чувствую, что этот конкурент скажет: нахрен тебе эта машина за такие деньги? Вон, посмотри, у меня есть сколько машин классных. И я в этом случае буду просто как таксист, привезу его конкуренту, чтобы он там купил машину. Возможно, будет такой вариант. Но чуваку нравится эта машина. Ну, блин, ему, наверное, все понравится, потому что он без опыта первую свою машину покупает. Ну, она реально в хорошем состоянии. Ну, блин, ладно, посмотрим, что там будет. Но мне так неохота этого делать на самом деле. И еще мы едем не близко, это в соседний городок, в Нью-Смирну едем. Ну, вот, сейчас приехали, машину поднимаем. Интересно посмотреть, что там даже. I never see it from here. Yeah. Just interesting to. Yeah. Да, красавица. Ну, красотка снизу тоже. Все офигенно. Короче, я тут отвез его в универ обратно. В общем, механик оказался нормальным чуваком. В принципе, там не как дилер, не как он как дилер.
Он реально механик, он посмотрел, все, говорит, все офигенно, дал добро, что машина хорошая, ну, потому что она реально хорошая. Но я и в этом был уверен, что она все нормально. Он ее посмотрел, такой нормальный чувак. Вот, теперь опять ждать, потому что чувак теперь убедился, что машина хорошая. Габриэл убедился. Теперь надо позвонить родителям, чтобы они ему отправили денег. И это будет в лучшем случае завтра. Потому что там международный перевод через Германию, туда-сюда. Опять ждать. А я уже присмотрел хорошие лоты на аукционе. И мне уже нужны деньги сегодня, блин. Ну ладно, опять ждать. Короче, вот такие вот дела. Пока я развожу клиента, что только не сделаешь, блин, чтобы клиент купил машину. Ну ладно, пацан хороший. Пацан боится. Я помогу пацану. Я понимаю. Короче, блин, новости из Курятника. Снова этот чувак, ну, я написал ему, что, как дела. Потому что он говорил, что позвонит родителям, чтобы родители все одобрили. Он говорит, родителям нравится, но они мне готовы, типа, 5000 дать только. Вот, как обычно, начинается 5000, вот. И, типа, ля-ля-ля, там что-то за резину начал, типа, ее там через 6 месяцев. Ему механик сказал, что надо через 6 месяцев. И он его, конечно, уши развесил. Вот через 6 месяцев надо будет там $500-600 тратить. Вот, и не мог бы ты скидку сделать, типа 5300. То есть, блин, чувак, столько времени мы его потратил, на самом деле. И реально столько времени, почти неделю сейчас вот скоро будет. Если когда придут деньги, когда он заплатит, он говорит, через несколько дней только придет платеж. Это очень долго, ну мозги компасируют мне. Еще и скидку ему давай. И, в общем, я сейчас ему ничего не ответил. И мне сегодня писал чувак другой на OfferUp, и он готов, типа, ну, говорит, если не получится, я ему говорил, что, типа, нашелся чувак, вот он готов за 5600 купить, там, ля-ля-ля, он говорит, если не получится, давай за 5. А мне просто дело в том, что мне деньги нужны. Мне нужны деньги, я не могу долго сидеть, мне там билы, счета надо оплачивать. И поэтому у меня этот чувак просто моросит, задолбало меня. А мне деньги прямо сейчас, то есть я готов сейчас даже сделать скидку тому чуваку, второму, если он готов прямо сейчас купить, приехать. То есть я готов за 5300 ему отдать. Я написал, вот, жду, что он ответит. Типа 5300 прямо сейчас. Вот такие вот дела, блин. Машину продать это вообще не сложно. Ой, в смысле, сложно. Машину сделать не сложно. Сложно ее продать за ту сумму, которая тебе хотя бы как бы сделает более-менее плюс, разницу. Ну, блин, этот, конечно, щегол, блин. Сколько ему лет, я не знаю, 19 лет, наверное, 18. 19, наверное. Он, конечно, ну, моросит кобзец. Вначале, наверное, вот надо иметь деньги, да, перед тем, как ты собираешься купить машину. Ну, во-первых, это же долго. Ты можешь найти хороший вариант, но его могут продать быстро. Ну, ладно, фиг с ним. Это опыт сейчас нарабатываюсь. На всяких интересных людей, как бы, напрашиваешься. Просто я в машине уверен. Если бы я был бы не уверен в машине, я бы сказал, ай, ладно, давай, забирай за столько. Потому что я знаю, что это хорошая машина. И механик посмотрел, говорит, все охрененно. Ну, как бы он подтвердил просто мои слова. И я не хочу продешевить с этой машиной. Может немножко подождать, но найти нормальный вариант. Потому что изначально я как бы за 6 ее готов был продавать. Но за 6 как-то меньше покупателей. И тут вот такие моросяшки идут. Ладно, посмотрим, что будет. Посмотрим, что другой чувак ответит. Если он готов прямо сейчас приехать забрать за 5300, я ее отдам прямо сейчас. Я не хочу еще несколько дней ждать, пока там перевод этому чуваку придет. Рыбки там так смотрят. Светит. Ты бегать. А постоим. Так, мы что, мы сейчас ждем чувака из банкомата, он покупает машину. И все, да? Сейчас деньги снимает, отдает, мы отдаем машину, добираемся до дома, ну, доезжаем до дома и делаем обмен. Вот. С машиной ему реально повезло за такую цену, за 5600, это очень хорошего. Здесь, кстати, кошка сидела, походу. Я думаю, что здесь такие царапки? И шерсть, короче, вот.
шерсть, которую тяжело убрать. Здесь кошка сидела, скорее всего, каталась. Там Да? кошка была. Да. Yeah, just Gabriel is happy. Yeah, congratulations, man. Thank you. Thank you so much, yeah? Все, пошли. Окей. Bye-bye. Bye-bye. See you. Окей. Все, счастливый обладатель Chevy Cruze. Ну, поздравляю пацана, на самом деле хорошая покупка за 5600. Это неплохая покупка. Вот. Главное, чтобы служила машина ему, и он машине служил тоже. И все будет хорошо. И увидимся в другой серии, наконец-то. Счастливый конец с этой машиной. Давай, прыгай. Прыгай давай. Все, едет. Блин, завидую ему. Первая машина, это так круто. Ничего не сравнится, как говорится, с первым сексом и с первой машиной. Классно, пацан. Молодец. Долго ждал, конечно, его. Я больше почти продавал ее 1,5 недели. Очень долго, блин, ждал, капздец. Я уже проклинал все, думал, нахер я продал бы раньше там задешевле, но нормально. Но деньги мне, кстати, у меня еще пока нет, потому что он через чек это сделал. И чек придет только, ну, в смысле чек. Деньги зачислятся только через несколько недель. Ой, недель, говорю, блин, что говорю. Может быть сегодня, а может и завтра, поэтому я еще без денег. Сейчас будет долго ездить, да? А? Мы будем долго ездить, да?